Итак, по множественным фактам мы видим, что связь имперских и кавказских авар очевидна, но до сих пор от ученых и историков нет серьезной научной работы на этот счет. Единственный реальный аргумент в пользу тюркской или монгольской теории, это считавшаяся монголоидность авар, уже давно опровергнута. Последние исследования показывают, что имперские авары были европеоидами в массе своей. Один ученый-историк объяснял, почему историки с трудом принимают новые, даже хорошо обоснованные теории. Возьмем произвольную историческую проблему. К примеру, есть несколько старых, широко признанных теорий. За каждой такой теорией стоит школа, и основатель школы, или в данном случае автор теории, и его ученики или последователи. Дискуссии ведутся не между отдельными учеными, а между школами и их последователями. При этом нельзя согласиться ни с одним доводом оппонентов. За это выгонят из школы как предателя, или в противном случае останешься без публикаций, званий и признаний. Любая новая теория автоматически принимается в штыки всеми школами, то есть всеми общепризнанными специалистами по данной проблеме. В итоге для того, чтобы продвинуть новую теорию, нужно основать свою школу. Для этого нужно иметь много преданных учеников, которые готовы пойти за тобой, либо поймать очень редкий момент, когда одна из старых теорий рухнет под напором новых фактов. И поэтому мы обращаемся к аварским историкам, чтобы они уже сейчас начинали подготовку к формированию аварского исторического общества, куда со временем можно будет включить и европейских историков.